На протяжении нескольких лет жители улицы Дзортова в сельском поселении Барсуки страдают от нехватки воды. В силу того, что их улица находится на окраине села, вода до них не доходит. Но теперь ситуация изменится в лучшую сторону. Здесь начались долгожданные работы по строительству нового водопровода. Все расходы по замене труб взяла на себя местная администрация. Подробности у Микаила Тангиева. Сегодня, можно сказать, настоящий праздник для жителей крайней улицы сельского поселения Барсуки. В связи с периодической нехваткой воды от старой линии для них прокладывают новый трубопровод, который обязан раз и навсегда решить вопрос с водоснабжением на этой улице. Ашет Мальсагова проживает на этой улице более 13 лет, и за все это время она постоянно сталкивается с проблемой нехватки воды. Живительную влагу приходится привозить издалека, жалуется женщина. Ее едва ли хватает на то, чтобы элементарно умыться или постирать вещи, а питьевую воду в их семье закупают в магазине. С установкой новой трубы эти хлопоты останутся в прошлом, уверена Ашет. Сегодня мы с большим воодушевлением встретили вот этот посыл нашего главы администрации, что он проявил такую инициативу, пошел нам навстречу, от себя решил все-таки эту проблему решить, подсоединить нас к Барсукинскому водопроводу, чтобы наконец эта проблема была решена, чтобы его мы не беспокоили, не тревожили, и чтобы у нас была постоянно вода. Более года назад по этой улице уже прокладывали водопроводную сеть, и сейчас вода поступает с Альтиевской насосной станции по магистральной трубе. В целом по селу проблем с водоснабжением как таковых нет, но улица Дзортова расположена на окраине села, из-за чего в жаркую погоду сюда жизненно важный ресурс доходит с перебоями. На сегодняшний день выкопали траншею, привезли трубу, сейчас будем прокладывать, и рабочие сейчас подъедут, уже подъехали некоторые, и мастера сейчас подъедут, точки подключения сейчас произведут. Ну и все, там уже попробуем запустить. Некоторые жители этой улицы, увидев нашу съемочную группу, спешат выразить искреннюю благодарность всем, кто участвует в этой работе, ведь скоро, по сути, решится их давняя мечта, и вода без перебоев потечет в их дома. Оз ханзалцы бадыячкына хамын проблемы шхадитхун. Хидуачи дяга док хаякай хидуачи атаракож. Юрте варчабе хизап. Ты юрта ужа беккавы цузам муружурусавы шаш богурдят агар. Хазхи туадеш бах хит пациентеш бах трактор юре шаш богурдят игат. Хам хадеш дерти бах. Ханжик проблем хгасту хна хамын. Водопровод должен выдержать большое давление воды в 16 атмосфер. Совсем скоро рабочие начнут спаивать трубу с основными линиями. Ну а пока что здесь вовсю работает техника, которая заканчивает 3 траншею протяженностью 100 метров. Процесс прокладки водопровода лишь на первый взгляд может показаться легким. На деле же необходимо учесть множество нюансов, чтобы зимой не пришлось менять линию из-за прорыва. Сейчас производится работа по углублению в районе дорожного полотна траншеи, для того, чтобы сдавливание трубопровода не происходило. Вот тут у нас, он показан, покажите, пожалуйста, вон песок, привезенный песок, для того, чтобы положить трубу и засыпать ее, делать уплотнение. Уплотнение будет производиться через каждый на уровне 20 сантиметров, чтобы труба потом не подверглась деформации или вмятине или тому подобное. И после этого будет производиться механическая засыпка траншеи. Через несколько дней жители этой улицы наконец-таки забудут о проблеме нехватки воды. Отныне этот наболевший вопрос будет надолго засыпан землей. Микаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.